Мы ушли из Афганистана, Афган из нас не ушел, говорят те, кто прошел эту войну. 15 февраля 1989 года – день вывода советских войск из Афганистана, памятная дата, которая никого в России не оставит равнодушным. А посвященная этому событию выставка, которая открылась в Чувашском национальном музее, это еще один повод для встречи воинов-интернационалистов. Среди них немало уроженцев Чувашии. 40-я армия. Через Афганистан прошло 620 тысяч человек, военнослужащих, кроме этого еще гражданские служащие. То есть в Чувашии военкоматами в Афганистан было призвано 5692 человека. Но это не все афганцы. Здесь не учтены профессиональные военные, которые уже находились в войсках. Здесь не учтены те, кто призывался, допустим, с места учебы из Москвы или Питера, как Юрий Витальевич Григорьев, один из наших лучших разведчиков. Вот. Можно сказать, что более 6 тысяч наших земляков прошло через афганскую войну. Боевое братство и настоящая мужская дружба – это навсегда, говорит председатель Чувашской республиканской организации Российского союза ветеранов Афганистана Игорь Кашаев. А каждый предмет из тех, что представлен на выставке, по-прежнему дорог каждому, кто прошел через эти события. Сейчас воинам-интернационалистам уже далеко за 50, и они все так же продолжают общаться и поддерживать друг друга. Мы сохраняем это с момента, когда мы пришли домой. На самом деле, сначала неформально, потому что действительно там зарождалась очень великая дружба, которой мы до сих пор дорожим, до сих пор встречаемся. Вот я вчера приехал, например, сегодня приехал, то есть со встречи моего полка в Москве, он состоялся. 345-й полк у нас первый заходил в Афганистан, он последний выходил. Вот у нас вчера был день, позавчера день был нашего полка, мы там встречались, и эта дружба, она вот столько лет идет, и поэтому она неформально пошла с того момента, когда мы пришли все по домам. Но потом мы, конечно, это более превратили, будем так говорить, немножко структуру, такую общественную организацию создали практически в 90-м году. Майор запаса в отставке Владимир Ершов в 80-е был командиром экипажа вертолета Ми-24. На тот момент ему было всего 23 года. Сажая горящий вертолет и спасая ребят, говорит Владимир Яковлевич, я не думал о том, что совершаю подвиг. Это был боевой долг. Теперь об этом времени напоминает лишь летная книжка с пожелтевшими листами. В ней записывается каждый боевой вылет, время, количество полетов и какое упражнение. Там бомбометание, стрельба, сопровождение колонны, разведка, день, ночь. В таком состоянии все это пишется. Так что в этот день никто не будет спорить о том, нужно ли было исполнять интернациональный долг. Ведь Афган прошелся по душе любого, кто в нем был. Оставил неизгладимый след в душе каждого воина, интернационалиста и его близких. А организация подобной выставки – это лишь небольшая дань уважения воинам-героям. Елена Яковлева, Илья Волков. Жизнь столицы.